Салем Достар, Салем Жастар, с вами ваша Сара Кыс. И в первую очередь я хочу извиниться за то, что так поздно снимаю реакцию на клип Джейраны. Я на самом деле эту неделю была очень занята и не могла снять реакцию. Вот сегодня более-менее свободное время появилось и, как видите, реакция. Честно скажу так, на Гаку, в Инстаграме я подписана на Гаку, и они выкладывали насчет этого клипа, то, что клип связан с отношением к женскому насилию, скажем, да, протест, чтобы такого не было, поэтому примерная задумка клипа мне уже известна, но сама постановка, песня и все остальное я не знаю, поэтому буду оценивать объективно, чтобы вы понимали, что мне нравится, что нет, ну, в принципе, как обычно. Давайте не будем много говорить, я начну. Раз, два, три, поехали. Ну, в принципе, мелодия сейчас такая живая, как бы. Субтитры есть. Я в шоке. У меня даже наушник упал. Честно, очень сложный клип, очень сложный в том понимании, то, что тема такая, которой стоит говорить и которую стоит затрагивать и афишировать на самом деле, потому что давайте вот, да, признаемся все честно, да, как бы
есть мужчины, которые поднимают руку на женщину. Их много. И как бы кто бы сейчас что ни писал, там мужчина, типа, я не такой, я не такой, я не такой. Это есть, и я вам скажу так, то что даже в половине статистика, да, в половине таких случаев, почему мужчина поднимает руку, виновата сама женщина. Вот хотите, не хотите, верите, нет, но на самом деле так есть, потому что мы девушки, мы женщины, мы те еще, скажем так, истерички, да. Мы можем вывести из себя мужчину, и он под состоянием, скажем, такого эффекта может сделать многие вещи. Но это не всегда так, это просто как вот один из вариантов, которые существуют на самом деле. Есть и другие варианты, есть много всего, но именно вот на эту тему, на тему того, что над женщинами вот так вот надругаются, так скажем, их бьют, об этом надо всегда говорить, эту тему надо поднимать, потому что во всех странах мира, везде, абсолютно везде, какая бы страна ни была, это есть, это будет и всегда будет продолжаться. Сейчас я на самом деле знаю прекрасно то, что в Корее пошло такое, даже не в Корее, еще и в Америке вроде бы, да, пошло такое движение #MeToo, называемое так, и говорящее за себя, то, что вот если в сторону тебя, в сторону женщины были совершены какие-то сексуальные действия, допустим, то это все раскрывается, и все садятся в тюрьму, там, кому, короче, в принципе, как. Поэтому рано или поздно это все сказывается, и рано или поздно все выходит наружу. Честно, если бы вот не сам клип, а просто если бы это была песня с переводом, да, я бы думала, ну просто девушки поют о чувствах, то, что ей больно, ее бросили. Такие чувства, на самом деле, переживали все девушки, я в этом на 100% уверена, то, что у всех была вот эта вот любовь, такая болезненная именно, не, там, может быть, первая, может, не первая, но такая болезненная любовь, когда силы тратишь свои именно морально, да, устаешь от всего. Это есть. Если бы не клип, то песня бы мне показалась, ну, обычной песней. Про чувства, про любовь, да? Но клип все меняет очень сильно. Только благодаря клипу понимаешь, что именно здесь Джейран, сама группа и вообще кто сделал клип, хотели показать именно тот момент, как мужчины, любящие мужчины, на самом деле любящие, относятся к своим женщинам. И вот знаете, на самом деле женщина, мы же все прощаем. Мы такие, что мы все прощаем. Нам сделают больно, мы простим. Нам сделают еще раз больно, мы еще раз простим. Многие так и живут всю жизнь, прощая своего мужчину, с которым живут, потому что, извините, потому что это мой мужчина, я его выбрала, он дан мне Богом, да, как говорят, дан Аллахом. И все это только для меня, и я сама виновата, то, что так делается. Но на самом деле все не так. Запомните раз и навсегда, девушки, женщины, девочки, кто смотрит меня, и вы, мужчины, тоже. Если на вас хоть раз поднял руку мужчина, как бы он ни извинялся, поверьте, это будет повторяться множество раз. Это не мой личный опыт, я к этому опыту еще не отношусь, слава богу, да, и, надеюсь, не отнесусь никогда. Но знаю много родственников и вообще всего, кто прощает, живут и также в течение всей жизни страдают. Поэтому, если на вас подняли руку 1 раз, 2 раза, если 3 раза, то стоит уж задуматься, то, что с этим человеком вам делать нечего. И стоит, наверное, развестись, уйти, и все в этом плане. Потому что, если человек 1 раз поступил, он будет повторять это вот... Люди любят наступать на одни и те же грабли. Вот поверьте, очень любят, пока у них что-то в голове не заклинит, они поймут, что они неправильно делают. Клип Джейран. Они это показали, мы это видели. Извиняюсь. Они это подтвердили. В порыве гнева, в порыве всего. Мужчины могут сделать очень сильно больно. Не только морально, но и физически. И женщины, может быть, конечно, не сделают больно, но доведут. Просто своими разговорами, своими словами, истериками мы тоже можем довести мужчину до этого состояния. Этого отрицать я не буду, я с этим полностью согласна, как бы это нормально.
Я очень надеюсь, что такие темы, как тема вот насилия над женщинами, да, скажем так, и все остальные темы, они будут подниматься в обществе, потому что мир развивается, общество развивается, и больше появляется именно таких вот клипов, не знаю, там, движений, да, тех же самых. Женщины становятся независимыми и доказывают всем, что мы можем и без мужчин. На самом деле так, не надо надеяться только на мужчину, с которым вы живете, надо надеяться на себя, на свои силы, потому что не было бы женщин, не было бы мужчин, как говорится. Ну, это я так утрированно говорю, да. Я очень надеюсь, что будут подниматься такие темы, люди будут обращать на это внимание. И, ребят, те, кто меня смотрят, меня многие смотрят, я знаю, что разные возрасты, да, разные поколения. Пожалуйста, если вы видите, что в отношении вас, вашей семьи, ваших соседей, друзей, близких, не знаю, или просто на улице какие-то прохожие вот так вот обращаются женщины, вы это видите своими собственными глазами, да, вмешайтесь, серьезно. Вот, может быть, конечно, вам тоже попадет, это как бы бывает, но если вы не вмешаетесь, может случиться плохое. Ну, просто потом вы будете, видите новости и скажете, я это видел и не помог. И можете винить себя в этом до конца своих дней, поэтому никогда не оставайтесь равнодушными, помогайте друг дружке, заботьтесь друг о дружке и не давайте, чтобы такое происходило в вашей семье, у ваших родственников, у ваших друзей, близких и вообще в мире. Как бы мир надо начинать менять с себя, да? Поэтому поменяйте себя, и мир вокруг вас тоже будет постепенно, понемножку меняться. Я не знаю, я могу много, на самом деле, я могу очень много болтать на эту тему. Для этого надо, наверное, создавать такой специальный разговорный какой-то ролик и разговаривать с вами. Но именно вот касаемо клипа, касаемо всего, это стоит показывать. Еще вот я, знаете, знаю, да, вот, ну, на самом деле, знаю, что я турецкие сериалы смотрю, да, ну вот, конечно, понятно, что это все показывается просто так для рейтингов, для чего-то еще. Но вот, скажем даже так, с мусульманских стран, да, я не знаю, будете вы это отрицать или нет, но насколько мне известно, именно вот в мусульманских странах женщина всегда должна делать то, что ей говорит ее мужчина. Потому что мужчина, муж, он как Аллах на первом месте. В древности, не в древности, но в далекие времена, так скажем, в прошлое, если усугубляться, то мужчины, да, мужчины были такими, они поднимали руку, они наказывали, что они только не делали, там оплетки, и, ну это я уж, если туда прямо идти прям далеко. И ведь, понимаете, никто не может вмешаться, даже если кто-то вмешается, то правительство, там, скажем, какие-то органы, они просто пожимают плечами и говорят, мы не имеем права в это вмешиваться, это семейное дело. Да и, по сути, по нашему закону, там, по шариату, не шариату, по всем, Коран, не Коран, я не знаю, ребят, я честно, я, может, конечно, мусульманка, но я не больно вникаю во все это, по всем этим законам мусульманским. Мужчина главнее, все, что он сделал, то и должно быть. Значит, это правильно, он воспитывает, так и должно быть. Да, с этим я в какой-то степени согласна, да, мужчина главнее, мы должны их слушать и так далее, но все-таки вы же мужчина. Вы не должны поднимать руку на свою любимую женщину, тем более, если это вы ее сами выбрали, полюбили все сердцем и решили завести себе семью. Если вы подняли руку, то вы уже не мужчина. Вы уже сами думаете, кто. Этого делать не надо. Серьезно, вот я знаю, что меня и мужское население смотрит, да, и как бы много мужчин и парней. Если вы поругались со своей девушкой, со своей женщиной, там, женой, не знаю, подругой, с кем угодно, просто как бы вас не бесила девушка, да, вот, допустим, как бы вас просто не выводили бы эти истерики женские, вы должны, извините, зарядка садится, вы должны просто уйти в другую комнату, выйти из квартиры, выйти там из своего дома,
просто уйти на какое-то время, час, два, три, вас отпустят. Вас отпустит, вашу девушку, женщину отпустит. Потом просто надо прийти, извиниться и обсудить, что не так, почему это произошло, и договориться, чтобы больше такого не было. Никогда, послушайте меня, никогда, пожалуйста, если вы выбрали для себя именно эту девушку, именно эту женщину, не смейте, никогда не смейте поднимать на нее руки. Это ваш выбор. Вы выбрали этого человека, вы поклялись, что вы будете любить его там всю жизнь, закрепили свои там узы, да, я не знаю, перед Аллахом поклялись, там, сделали именно мусульманскую свадьбу, да, вот никах он называется. Так будьте же мужчинами до конца и не обращайтесь так со своими девушками, женщинами, со своей второй половинкой. Это не надо, это пустое. Я очень надеюсь, что мой такой разговор сейчас, возможно, направит вас в правильную сторону, да, в правильное русло, и вы поймете, что так делать не нужно. Если у вас это было недавно, и случилось так, что вы в порыве гнева что-то сделали своей женщине, просто подойдите, извинитесь, обнимите и клянитесь, вот реально клянитесь всем, что у вас есть, что такое больше не повторится. Да, согласна, мужчина может прожить без женщины, без своей любимой, там, развод, не развод, но так как вас любила именно эта женщина, ни одна другая любить не будет. Это закон, это всегда так, это есть, это всегда будет, поэтому, ребят, всем, кто меня смотрит, дружите друг дружкой, любите, берегите друг друга и никогда, слышите, никогда так не поступайте, просто делайте все, чтобы быть счастливыми и радоваться каждому мгновению и вообще всему, что есть. Надеюсь, вам видео понравилось, и моя болтовня вас не больно, так скажем, обидела, не показалась нудной, тупой, там, не знаю. Буду прощаться. Спасибо, что вы меня смотрите, спасибо, что подписываетесь, спасибо, что всегда пишите мне хорошие слова, пожелания. Я всегда читаю, отвечаю на комментарии. Подписывайтесь, ребят, на Инстаграм. Я не знаю, ссылочки везде есть. Просто в Инстаграме мне на самом деле легче общаться с моими подписчиками, с моими зрителями. Поэтому буду вас ждать в своем Инстаграме для более близкого общения. Всех люблю. Сау.